А сейчас мы находимся в другом дневном стационаре. Этот дневной стационар расположен во взрослой поликлинике на больничном комплексе. Лечащий врач Ефимова Любовь Николаевна. Ее я прошу рассказать о своем стационаре. Дневной стационар, в общем, у нас это сравнительное новое явление в медицине. И впервые в республике наш дневной стационар был открыт на базе поликлиники ЦГБ в 1988 году. В общем, показанием для лечения в условиях неврологического стационара является состояние больных, которые не требуют круглосуточного лечения или же наблюдения медицинского персонала. То есть те заболевания, которые протекают с более легкой клиникой. Стационар у нас работает с 8 часов до 16. За это время больные у нас получает процедуры, инъекции, таблеточки. Лечение получает физиоотделение, которое у нас находится на первом этаже, в этом же корпусе, что очень удобно. Получает всевозможные физиолечения, электрофорез, массаж, грязевые аппликации, парафиновые аппликации. Ежедневно осматриваются врачом. Двухразовое питание обеспечивается у нас за счет общего больничного пищеблока, завтрак и обед. И после обеда, после сон-часа больные у нас уходят домой. Любовь Николаевна, сколько коек в вашем дневном стационаре? В общем, в дневном стационаре у нас с самого начала было 12 неврологических коек и 3 хирургических. А с сентября 90-го года у нас все койки переданы в неврологическое, 15 неврологических коек. С какой патологией чаще здесь находятся больные? В общем, самая частая патология у нас – это заболевания костно-мышечной системы, остеохондрозы, шейной, грудной, поясничной остеохондрозы. Есть заболевания периферической нервной системы, ну и, в общем-то, остаточные явления, там последствия цереброваскулярных заболеваний и декомпенсация посттравматических заболеваний центральной нервной системы. Какое лекарственное обеспечение? Есть ли у вас какое-то преимущество по амбулаторным больным? Преимущество именно по амбулаторным больным нашим, которые, конечно, все-таки аптека нас снабжает медикаментами, но не в том количестве, какое нам необходимо. Очень часто у нас не бывает тех именно препаратов, которые непосредственно нужны даже в таких острых периодах, чтобы людей как можно быстрее реабилитировать и чтобы они выходили на свой труд. Так как многие у нас больные поступают даже из стационара неврологического сюда, как на реабилитацию, но их приходится лечить теми медикаментами, которых, как говорится, там не долечили. Такие препараты, как рэперин, пиробутол, казалось бы, нам они прям необходимые, но мы их вообще почти не получаем. А в данный момент, конечно, мы понимаем, что ситуация с медикаментами очень тяжелая, но во всяком случае на дневные стационары, именно наш неврологический стационар, мы считаем, что нам нужно давать больше. Особенно нам этих препаратов, ферментов вообще ничего не дают. А ведь люди поступают такие, которым нужно, чтобы они принимали более такое эффективное лечение, даже на долечивание из стационара. Ваши больные получают такие же консультации, если бы они лежали в обычном стационаре? В общем, кроме лечения, мы, конечно, если есть показания, мы консультируем у узких специалистов. Мы можем провести и обследование, как ультразвуковое обследование, ФГДС, рентгенологическое обследование. Но это есть показания, то, конечно, больные у нас получают полный объем обследования в условиях дневного стационара. Для дневного стационара по этим службам выделены отдельные часы или они стоят в общей очереди? У нас, например, на УЗИ один талон на вторник. И на это время наш больной идет, и вне всяких очередей он проходит. А так, если консультация, то мы идем, договариваемся со специалистами, и уже они или талон берем. В общем-то, также получается, что и в общей очереди со всеми больными. Нет, у нас ЭКГ, например, делают. Мы уже договорились, что все больные, которые проходят ЭКГ, они без всякой очереди проходят с 10 до 12. А физиолечение? Физиолечение тоже у них только утром, в свое время, которое необходимо. Раньше у нас было грязелечение, даже они через день делали. Сейчас они получают положено ежедневно, но они получают ежедневно. А если говорить об эффективности? В общем,
эффективность мы за 90-й год у нас составила 97%. Это у нас здесь иногда бывает, что мест у нас мы не можем положить больных с острой патологией, которые требуют лечения именно в условиях неврологического стационара. Места у нас не бывает. Тогда уже мы как-то выходим из положения и пока ложим больных в дневной стационар с последующим переводом его в неврологический. Ну а так мы у нас, вот не считая 2-3 больных, которые перевели с неврологии с ухудшением болевого синдрома или ухудшением общего состояния, то у нас все больные выписываются на труд. Спасибо. Я хочу побеседовать с больными, которые проходят здесь лечение. Какое мнение по такой форме лечения, как дневной стационар, у этих больных? Скажите, пожалуйста, вас устраивает вот эта форма лечения? Конечно, устраивает. Что конкретно лучше по сравнению с амбулаторным лечением? Но я считаю, что амбулаторное лечение не дает такого эффекта, как, допустим, дневной стационар. То есть мы после получения всех процедур физио, массажа, грязевое лечение, мы имеем возможность даже полежать, что рекомендуется, что не может сделать амбулаторный больной. А если говорить чисто о женщине, вы имеете право уйти домой и, не отрываясь от семьи, получать лечение. Это вас, наверное, еще больше устраивает. Больше, конечно. У каждого есть дети маленькие. У меня, допустим, ребенку 3,5 года. Меня это вполне устраивает. Как ваше самочувствие? Хорошо. Уже лучше? Да. Сегодня я выписываюсь. Спасибо нашему врачу. Очень внимательная женщина. Весь персонал очень хороший. Всего вам хорошего. Она дает возможность быстрее выздоравливать. Я знаю, что вас перевели то есть вы недавно буквально выписались из неврологического отделения. И вот сейчас это лечение, оно является как бы подкрепляющим того лечения, которое вы получили в стационаре. Что вы можете сказать о сегодняшнем лечении? Ну, мне этот метод лечения очень нравится в связи с тем, что выписали меня оттуда еще такой, знаете, если бы меня сразу на работу выписали, то я через 2 дня снова буквально бы попала в неврологическое отделение. А здесь меня, вы знаете, продолжили лечение, поддержали вообще прямо физически. И я намного сейчас себя лучше чувствую, ну, даже никакого сравнения, что я вполне здоровая, пойду на работу. Представьтесь, пожалуйста. Жукова Валентина Яковлевна. Валентина Яковлевна, значит, вот эта форма обслуживания, она, конечно, лучше, чем амбулаторная. Такое ваше мнение? Да. И я считаю, что в нашем городе я вот 76-го года, 15 лет, и впервые попала сюда. И вообще впервые узнала, что есть такое. И считаю, что это надо развивать и в дальнейшем. И для всех вообще, и в смысле и терапии, и неврологии. Ну, в смысле только легких, конечно. Тяжелые там должны лежать. А более легкая форма должна здесь протекать. Очень удобно. Вы понимаете, что не болит душа о семье. Ведь знаете, как лежит в стационаре. То одна плачет, то вторая плачет, то муж запил, то дети не пришли, в смысле вовремя из школы. Ну, знаете, как женщины. Вся забота о доме. А здесь спокойно. Понимаете, мы пришли, прошли лечение, отдохнули, пришли домой, и, вы знаете, настроение другое, и даже вот и в моральном, и физически, в любом плане нам очень удобна эта форма. Спасибо, поправляйтесь. Спасибо. Конечно, такую форму обслуживания больных необходимо дальше расширять. И в плане создания еще одного дневного стационара на базе строящейся детской поликлиники по улице Черепчинской. Там дневной стационар будет реабилитационный, то есть дети, перенесшие острое простудное заболевание или любое другое, будут далее оздоравливаться. Все будет делаться для того, чтобы острое заболевание не перешло в хроническое. И как показывает жизнь, данная форма обслуживания прежде всего удобна для больных.